Северо-Осетинский государственный университет в этом году отмечает свой вековой юбилей. Недавно прошло первое заседание оргкомитета по празднованию столетия. Отметят эту значимую дату и масштабно и интересно. К юбилею готовится и исторический факультет, выпускником которого являюсь и я. Не так давно студенты вместе с деканом Залиной Плиевой побывали в гостях у Владимира Кузнецова, выдающегося историка и археолога, который внес неоценимый вклад в изучение истории средневековой Алании. Мой коллега Георгий Дзапаров пообщался с прославленным историком. Владимира Александровича Кузнецова мы застали за письменным столом. Доктор исторических наук, историк и археолог, один из лучших специалистов по истории средневековой Алании. Даже в свои 92 года живет работой. Вот и сегодня трудится над статьей для научного журнала. Гостям Владимир Александрович всегда рад. Осетия и осетины давно занимают особое место в его жизни и исследованиях. Сам он шутит, это любовь длиной в 70 лет. А началось все в далеком 1952 году. Будучи студентом исторического факультета Пятигорского пединститута, он принял участие в археологической экспедиции на Нижнеархызское Аланское городище под руководством кавказоведа, археолога и этнографа Панаита Акритаса. Сегодня это территория Карачаево-Черкесии, а с X по XII век ее занимали западные аланы, как говорит ученый, современные дигорцы. Руины древнего города, его улицы и переулки произвели тогда на студента огромное впечатление. Я стал пытать Акритаса: что, греки жили? Он говорит: нет, это не греки жили. Греки тут работали с ними, христианство распространяли, а жили аланы. Я говорю: а кто такие аланы? А это предки осетин. А кто такие осетины? А ты что, не знаешь? Я говорю: нет, я не знаю. А ну так, поинтересуйся. Молодой историк заинтересовался. Вернувшись из экспедиции, в библиотеке своего института нашел книгу Васо Абаева «Осетинский язык и фольклор». По словам Кузнецова, Василий Абаев обладал исключительным даром. Научную литературу он писал как художественную. Книга о жизни и быте осетин настолько его впечатлила, что Владимир Александрович написал письмо Абаеву в Москву. Я написал: Москва, Институт языкознания, Академия наук, Абаеву В.И. И послал. И написал: я вот прочитал вашу книгу, я в восторге от вашей книги. Я так заинтересовался вашими работами, книгами, так здорово пишете. Ну, высказал свое мнение. Примерно через месяц получаю эту бандероль, эту книгу от Абаева. Он мне ее прислал со своим автографом. Позже, когда Кузнецов стал известным историком и археологом, они подружились с Василием Абаевым. Владимир Александрович часто бывал у него в гостях в Москве. Они делились знаниями, порой спорили. Владимир Кузнецов уверен, значение Василия Абаева для осетинского народа невозможно переоценить. Это великий человек. У вас два великих человека, Коста и Васо. Ваши две вершины, национальные вершины вашей духовной культуры, вашего народа. Вы должны ими гордиться. И вот, а я горжусь тем, что я с Васо Абаевым лично был знаком. Владимир Александрович считает осетин уникальным народом. Историк говорит, осетинский этнос представляет интерес для науки. Путем изучения осетинского языка, традиций и культуры можно лучше узнать Алан и ту эпоху, которая давно канула в лету. Вы наследники скифо-сармато-аланской культуры. Это все северо-иранские племена. Скифы, сарматы и аланы. Вы говорите на том же языке. Говоря конкретно, вы говорите на языке аланском. Он вживую сохранился у венгров, я в Венгрии. Государство Алания неофициально делилось на восточную и западную часть. Восточная Алания располагалась на территории современной Осетии. Западная Алания, по мнению ученого, находилась на Кубани, в верховьях Большого Зеленчука и была дигороязычной. Этому есть доказательства. Нижний Архыз, где была аланская епархия христианская, находилась, принадлежал им, дигорцам. Это дигорская территория. Мы знаем об этом достоверно, потому что
в верховье Большого Зеленчука был в Верхнем Архизе была найдена знаменитая зеленчукская плита с осетинской надписью. Она опубликована Всеволодом Миллером, потом она переопубликована с Густой, американский ученый-языковед, он чех по национальности, но в Америке жил, американец. Он опубликовал подробный лингвистический анализ этой надписи зеленчукской и доказал, что она написана не просто на осетинском языке, а на дигорском диалекте осетинского языка. Кроме того, на той территории сохранилось множество топонимов, географических названий населенных пунктов. Все они происходят от дигорского диалекта. Всеволод Миллер писал об этом в осетинских этюдах. Христианизация, по мнению Кузнецова, началась тоже в Западной Алании, поддерживались активные связи с Византией. Также Кузнецов добавляет, западные аланы потеряли свою родину. Под напором карачаевцев-тюрок западные аланы-дигорцы покинули эту страну и переселились в Урухское ущелье, где и живут по сей день. От Дигории осталось только одно ущелье – ущелье реки Урух. А была какая страна? Если бы дигорцы выстояли в борьбе с половцами, сохранили бы свою землю, сейчас Осетия простиралась бы реки Большая Лаба. Это я рассматриваю вот это поражение дигорцев, уход дигорцев из Западной Алании на восток к иронцам. Вот. Я рассматриваю как огромную национальную катастрофу в истории вашего народа. Вы пережили огромную национальную катастрофу. Второй и главной катастрофой осетинского народа Кузнецов считает татаро-монгольское нашествие. По сути, аланы как народ перестал существовать. Малая часть некогда великого народа нашла спасение в горах. Условия для жизни там были тяжелые, приходилось долго осваиваться. И без того вымирающий народ добивала высокая смертность, но выжить все же удалось. С тех самых пор аланы и стали осетинами. Осетинский народ вымирал, был на грани исчезновения. Поэтому я и говорить начал с того, что вы уникальный народ, и опасность исчезновения вашей ассимиляции кем-то недопустима. Вам надо сохранить себя как этнос. Для этого вам надо объединить Северную и Южную Осетию в одну республику мощную на севере и на юге и держаться крепко за нас, Россию. Без нас вы попадете, а вы нам нужны. Недавно в гостях у Кузнецова побывал Вячеслав Битаров. Глава поблагодарил за огромный, неоценимый вклад в развитие истории Осетии. Я ему сказал, вы мне оказали большую честь. Я еще больше должен Осетии, осетинам в связи с вашим визитом. Это для меня большая честь. Ну, вот так. Он сказал, что вам надо помочь? Приходите ко мне, обращайтесь ко мне, я вам помогу. Одной из последних серьезных своих работ Кузнецов считает научно-публицистическую книгу «Кто мы?», ставшей итогом всей его научной деятельности в изучении истории древней Алании. По словам автора, эта книга – обращение ко всему осетинскому народу, где собраны и обобщены все факты и знания об истории, этногенезе и культуре аланского народа. В настоящее время историк и исследователь ищет возможность для того, чтобы опубликовать труд всей своей жизни. Для этого ему необходимо найти финансирование. Георгий Дзапаров, Заур Кодзаев, Мария Кутаева специально для программы «В итоге».